В Китае продолжается вспышка коронавирусной инфекции, из-за которой возник дефицит некоторых лекарственных препаратов и медицинских масок. Причин несколько. Это и ажиотажный спрос на эти изделия, и приостановка производства на многих предприятиях КНР. В России тоже фиксируется дефицит масок. Купить более-менее крупную партию становится невозможно. А цены выросли несколько раз. Федеральной антимонопольной службе намерен наказывать аптечные сети, которые завышают цены. Соответствующий законопроект уже подготовили в «Единой России». Но, как отмечает ФАС, маски не входят в перечень товаров с регулируемыми ценами, поэтому единственный способ наказать сети – доказать сговор с целью повышения цен. Как только в центральных средствах массовой информации прошла информация о распространении коронавируса с последующим выявлением 2 случаев заражения в Забайкальском крае и Тюменской области, в российских городах резко возрос спрос на респираторные маски. Рост цен на медицинские маски и их отсутствие в некоторых аптеках крупных городов, естественно, обусловлен их востребованностью. В приграничных с Китаем регионах, как и в самой Поднебесной, проблемы с доступностью медицинских масок действительно есть. Склады пусты, цены на остатки взлетели, причем в разы. В Ингушетии пока спокойно, и тем не менее антимонопольная служба и Росздравнадзор мониторят ситуацию с ценами на медицинские маски. Мы по поводу поручения по наличию или дефициту масок у вас в аптеке. Маски в наличии есть в достаточном количестве. Вы можете назвать минимальную цену и максимальную цену? Минимальная у нас было 2 рубля, сейчас максимальная. До сих пор меры антимонопольного реагирования в Ингушетии относительно завышения цен на маски применять не приходилось. На этой неделе рейд по аптекам проводился в Назрани, и в каждой из них респираторные маски имелись в свободной продаже. Проверяем наличие, дефицит и превышение цен на средства индивидуальной защиты, то есть медицинские маски. На сегодняшний день в республике нет такого ажиотажа и превышения цен. Минимальная цена на маски 2 рубля, 3 рубля. Максимальная у нас в республике по нашему мониторингу наблюдается 12 рублей. Выявление случаев злоупотребления ценами на территории республики не выявлено. Незначительное повышение цен на товар, согласно закону, допустимо, отмечает представитель антимонопольной службы. А поскольку спрос на маски все еще растет, то контроль за их реализацией первое время осуществлять придется. Сравнительный анализ данных в декабре 2019 года и в январе 2020 года показывает, что цена на медицинские маски держалась на отметке 3 рубля. В феврале 2020 года цена немного увеличилась. Повышение цен аптеки аргументируют оптовыми показателями. Может, где-то в масках и ходит повсеместно, но не в Ингушетии. По крайней мере, за время съемок Абдурахман Газгиреев был единственным покупателем медицинской маски, с целью обновить которую он и пришел в аптеку. Есть у вас маски? Дайте, пожалуйста. Что? Причина ношения маски совсем не в коронавирусе, отмечает посетитель. Нет, я просто простудился, поэтому я только покупаю, когда болею. Покупают поштучно, как и должно быть, если приобретают для своих личных целей. Для тех, кто хочет наживиться на ситуации с дефицитом респираторных масок за пределами республики, оптовая закупка не лучший вариант, поскольку массовая продажа масок в одни руки провизором запрещена в целях избежания спекуляций. Желающие приобрести маски в количестве нескольких сотен и тысяч штук тоже встречались, отмечают аптекари, но им пришлось отказать. Подтверждение того, что коронавирус у нас есть, не было, не поступало такой информации. А в маски у нас как продавались посезонно, так и продаются. Они есть в наличии у нас, дефицита на них нет, и цены у нас оптимальные. Спрос, но сейчас сезон и так простуд идет, поэтому я не скажу, что заметно спрос увеличился на них. Поштучно, да? Да, вот как мы отпускали, так единственное у нас свыше пришел приказ на руки больше 5 масок не отпускать. Небольшое повышение цен неизбежно хотя бы потому, что если иссякнет складской запас масок, то возрастет стоимость сырья, из которого они готовятся. Ведь и оно завозилось в страну из-за рубежа, из того же Китая. Но это подорожание не должно быть резким и значительным. Да и антимонопольная служба не допустит. Мадина Джанхотова, Джамалил Дударов, Мадина Марзиева, Вести, Ингушетия.